Сәлеметсіздер ме, менің құрметті достар. Көш келдіңіздер жаңа Контратак ТВ. Мен қазақша өйренемін, Элик Карай. Вот, и сегодня хотел мысль высказать, да? Значит, я смотрю Хабар 22, потом Азаттык ТВ, ну, это Хабар 24, телеканал, который на YouTube, да? Я так сегодня удивился кое-чему. Дети в США разговаривают на казахском языке, ребята. То есть у детей специальные там курсы, они посещают курсы, у них там, ну, как все подготовлено в школах, и они учат казахский язык. Обалдеть, ребята, в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, а почему действительно я не могу разговаривать в Германии на казахском языке, учить казахский язык? Почему в любой стране действительно люди не могут разговаривать на казахском языке, общаться, учить казахский язык? Почему вот такое давление идет на казахский язык, да? И вот смотрите, да, давление на Куата Ахметова, да, все еще продолжается. Давление на пана Василя все продолжается только потому, что пан Василь, это правильнее, пан Василь, это правильнее произношение. Только потому, что пан Василь топит за казахский язык. Куат Ахметов, понятно, это его родной язык. Казахстан это его страна, которая, к сожалению, пока он не проживает, но он сейчас в Турции помогает туркам, да, вот от этих всех землетрясений, да, то есть делает человек благородное дело. Но я надеюсь, что когда-то все-таки Куат вернется в Казахстан. Когда-то это должно случиться. Смотрите, как идет тенденция. Казахстан, вот я вот тоже смотрю, Хабар 24, потом по Фейсбуку есть специально паблик, называется Казахстан, да. Казахстан заключает договора с европейскими странами, заключает договора даже с такими странами, как Австралия, там, ну, цивилизованные страны, с фирмами Соединенных Штатов Америки. То есть понятно, что Казахстан идет в направлении цивилизации. Он не идет в направлении, чтобы опять кто-то там пытался за счет Казахстана жить там, да, за счет пользоваться какими-то ресурсами, да, в Казахстане и за счет этого делать бабки. Нет, Казахстан идет в том направлении, чтобы действительно экономика страны в Казахстане поднималась, чтобы жизнь казахстанцев улучшалась, уровень жизни чтобы улучшался. И это правильно. И тенденция, вот именно такая тенденция. Потому что я вот, опять же говорю, я вот смотрю вот, новости Казахстана, да, и это все уже понятно без того. Смотрю некоторых блогеров, да, еще много проблем. Я вот смотрю канал Обожаю называется, да. Я смотрел вот этот ролик ужасный, да, где замерзал Экибастуз. Надеюсь, что это не повторится, что Экибастуз не будет замерзать. Там наладят все эти системы. Ну, я надеюсь, что все идет в правильное направление. Но самое главное хотел сказать, почему идет такое давление на казахский язык. Ну, я, допустим, учу казахский язык без проблем, да, месель жоқ, да, мен қазақша өйренемін, месель жоқ. Почему такая вот это остается? Вот все-таки я вот думаю, ну вот эти ура-патриоты меняют свое мнение, наверное, да. Вот эти, ну, ватники, Мактабастар тоже меняет свое мнение. Пропагандисты переобуваются, да, и казалось бы, да, все меняется. Но вот еще остается вот это давление на казахский язык. Еще остается то, что есть люди, которые еще не воспринимают еще идею казахский язык. Но идею надо воспринимать. Смириться с тем, что люди разговаривают по-казахски уже нужно. Смириться с языком. Я сейчас учу C1. Вот, это уровень C1, ну, кто знает, да, это, ну, в этой программе, в которой я учу, это высочайший уровень, это сложно, но это даже прикольно, потому что я очень много постигаю. Вот сегодня постигал, то, опять же, казахскую мудрость, все, что относится, как правильно ли толкать речь, как правильно общаться с коллегами, с людьми. Это даже мне пригождается даже в самой Германии, потому что у меня скоро начнется учеба, да, я общаюсь. Ну, в принципе, да, я до этого это все проходил, но именно что
вот, вот то, что я сейчас изучаю, это именно казахская мудрость. И это классно. Это подход к человеку. Как правильно подходить к человеку, понимаете? Это целая система. Это целая психология, я бы сказал. Вот то, что я сейчас постигаю в C1. Программа называется Соли KZ. Ребята, если вам интересно, зайдите, посмотрите. Там очень много интересных вещей. Поэтому надо просто понять, что есть такой казахский язык. Есть такой народ казахи, национальность казахи, и который патриоты своей страны, который любит свою страну. Это надо понять и принять, и признать наконец-то. Вот так вот, ребята, давайте. Сау болыңыздар.